Теперь вот боковой шел, мы блок вот такой ставим. Вот это положение руки, точно так же боковой идет, мы почти это же положение переводим сюда. И у нас тоже блок. И отсюда рука вот так, и она переворачивается. А вот этот переворот после блока, он является, тебе не надо благодаря этому повороту руку разгонять, чтобы сильно ударить. Ты за счет вот этого поворота у тебя происходит аккумуляция энергии, сброс энергии. Благодаря тому, что ты вот эти вот различные у тебя вращательные движения. Это совсем другая тема, не за счет мышц, не за счет там разогнаться, ударить. Это короткие удары. Поэтому, но они рассчитаны не на перчатку. Потому что когда перчатка, приходится бить мощно и размашисто, чтобы силу разогнать, потому что она мягкая. Но тебе вот сказали подушкой ударь сильно. Ты подушкой сильно можешь ударить только если размахнешься. А если тебе скалку дали, сказали ударь сильно, ты можешь так ткнуть и разбить губы об зубы. Все. То есть твердый предмет. Кулак твердый предмет, если сюда перчатку не одели. Поэтому блок, когда поставили, здесь коротко, достаточно нос разбить, потом перейти на какие-то более жесткие и размашистые техники, если надо. Поэтому сейчас отработаем блок, который мы вот наружу делали, а теперь сюда. Но он, конечно, тоже может, вот левый, например, прямой идет, я могу вот сбивающий блок и одновременно удар тоже наносить. То есть это может быть и тоже двойной удар. Но сейчас мы попроще сделаем, просто с вот этого блока, вот два боковых будет бить, вы научитесь сюда блок и оттуда, вот. То есть вы вот такой сброс делаете. И когда он оттуда бьет, ты спокойно во внутреннее пространство встраиваешься, свой удар наносишь. Поэтому может как выглядит. Блок сюда и блок здесь. И это же может на перехват. То есть рука после блока переворачивается и руку на захват. И здесь на какой-то рычаг может. Вот, то есть рука после блока спокойно трансформируется. Понятно, что можно блок ставить и так, и так. То есть рука у тебя поворачивается. И здесь то же самое. Ты можешь так развернуть, и можно просто поставить. Ни лучше, ни хуже. Это просто владение своим телом, своим скелетом. Работа такая. Как всегда, защиту, для того, чтобы быть более уверенным, с защитой чуть-чуть поработаем. А после защиты контратака, чтобы ответка была. А прямой или боковой будет, смысл такой. Ну, сейчас такой средний, идущий по прямой траектории удар. И мы его перекрываем и перехватываем. Здесь будет уже какая-то встречная атака. С другой руки. Предплечьем. И здесь встречка. То есть, хоть боковой совсем, да, вы руку вот здесь раз и перехватываете. Хоть идеально прямой. То же самое, перехватываете. Перехватить, захват и встречный удар. Предплечьем уводим, вторая рука перехватывает, и здесь как бы натаскиваем на удар. Понятно, что та рука у него есть, может что-то защищаться, что-то делать, но в разных ситуациях все может. Но сделает ли? А может ты сделаешь первый и выиграешь. Поэтому сейчас работаем над тем, что ты свою тему пытаешься выполнить. Блок и сюда. Вот я ладонью, а это же может сжаться кулак, и вот там нос вот здесь сломать, там зубы выбить, может там височную область ударить. Теперь, когда вы здесь контролируете и бьете, с той руки, если будет атаковать, то, во-первых, ваша рука ближе, пока он оттуда той рукой дойдет, твоя уже здесь 5 раз натыкать может. Во-вторых, вы, когда здесь бьете оттуда, ты на эту руку, которую схватил, мы для этого ее хватаем, не для того, чтобы подержаться просто, для того, чтобы управлять. То есть вот ударили, оттуда бьет, а мы на руку работаем. И контролируем. И здесь, видите, почка открылась, там, бедро пробили вот здесь. То есть можете или понижаете и на контроль выводите. Поэтому блок здесь. Сейчас тренировочное упражнение со смены. Блокируем, перенаправляем и встречка. Даже если вот такой, если он у тебя набитый на столбе на деревянном или там на металлической трубе, вот так вот в нос ударишь, и мало не покажется. Хоть и выглядит типа не боксерский, типа не каратистский, ну хотя в карате есть внешней стороной ладони, но или горло такое и так далее. Ну, короче говоря, удар специфический, но от этого не более или не менее мягкий или слабый. Жестко просто ударите. Удар. Потом может сюда контроль. Он сопротивляется, если мы его на эту сторону выводим. Контролировать будете и так далее.
То есть, ну чтобы дальше что-то мутить, первое движение нужно отработать. Блокировка захватом, захват. И натаскиваете на удар. Ошибка будет такая, будете долбить, не надо долбить. Сопровождаем мягко и удар. Вот, просто сопровождение, предплечье перенаправлять мимо себя. Если с той руки бьет, ты ничего не сделал, вот он может об локоть разбить. А может даже если мимо, как сейчас было, да, ну вот не запланировано, ну и пусть вот соскальзывает, а оттуда бьет, а у тебя вот он жесткий, зубы выносишь, локтем или нос там ломаешь, вот. А дальше проведешь и, например, руку заломаешь. Бросок сделаешь. Поэтому это только начало. Вот атака. Сопровождаем.